всего нужно иметь обоюдное согласие. Потому что если речь идет о воровстве, невесты, допустим, да, если речь идет о том, что за стенкой родители или кто-то слышит это все, и молодежь стесняется, им хочется уединиться, это интимный процесс любви, взаимодействия мужчины и женщины, который в конечном итоге четко и ясно ведет к рождению ребенка, который будет унаследовать как черты папы, так и черты мамы. А все остальное это уже делается для того, чтобы люди получали удовольствие и занимались этим. Так рождались ваши родители, так рождались ваши дедушки и бабушки, так рождались все предыдущие поколения. А если этим не заниматься, то последующих поколений не будет. И не будет великого народа. Поэтому нужно этим заниматься? Конечно, нужно. Бояться этого нужно? Конечно, нет. Наиболее часто встречающиеся вопросы, а что я должна делать, а что я должен делать, исходят из одного – незнание. Значит, мы сразу делаем поправку на что? Мужчина, значит, активный. Активный мужчина должен четко и ясно понимать, что он делает и как он делает. Прежде чем решиться подойти к девушке, сходите в библиотеку, наберите в интернете «Анатомия мужчины», «Анатомия женщины». Вот у меня плакаты висят не просто так. Каждый день, практически каждый из моих пациентов заставляет меня подойти к плакату и что-то им объяснять. Я этого не устаю делать на протяжении 42 лет моей активной работы. Вы можете для того, чтобы получить полноценное, качественное удовольствие, сходите для нас в библиотеку и внимательно рассмотреть органы. Мальчики должны рассматривать как свои органы, так и органы девочки. Девушки должны также рассматривать как свои органы, хорошо зная, где что находится и как, но также и органы мальчика. И тогда никакого страха и никакого опасения не возникнет. Почему? Да потому что не было страха и опасения у мамы, у бабушки и прабабушки. И также не было страха и опасения у папы, у дедушки и прадедушки. Они жили этим, и доказательство этому вы, которые сейчас трясетесь как зайчики и боитесь нормальных сексуальных отношения. Я имею в виду отношения в семье. Строго отношения в семье. Что происходит? Все природа за вас уже предусмотрела. Размеры только в ваших головах. Страх, что ой, какая пися у мальчика большая, что она не поместится в мою малюсенькую писю. Это наиболее часто встречаемые вопросы. Или наоборот, девочка, ой, у меня такая большая пися, а у него такой маленький член, и он будет болтаться в ней, как ложка в чашке с кофе. Забудьте об этом. Природа вас приспособила под свой размер. И не надо выбирать размер костюма или размер платья по тому, насколько полный человек, или насколько он худой, настолько короткий он или насколько длинный. В системе половых взаимоотношений размеры как таковые роли особо не играют. Это все надумано и придумано специально для того, чтобы как-то выпятиться на общем нормальном, подчеркиваю, нормальном фоне, нормальных, подчеркиваю, размеров как мужских половых органов, так и женских половых органов. Специалисты давно-давно об этом знают, никаких проблем нет. Не хотите обращаться к специалисту-сексологу и сексопатологу, любую консультацию вам окажет врач-уролог для мужчин и врач-гинеколог для девушек. Девушки в любом случае в обязательном порядке проходят обследование. И задать несколько вопросов с удовольствием любой врач – это его обязанность. Подскажет и поможет. То же самое и уролог для мальчиков, андролог. Да? А все то, что вы слышите в подворотне от своих друзей, которые где-то что-то почитали в желтом интернете, где всякую ерунду пишут, ну, это так же далеко, как Земля от Солнца.
Все, что делается, я подчеркиваю, в семейных отношениях, это нормально. Если это делается по обоюдному согласию и приносит удовольствие обоим, и одному партнеру, и другому. А если это не приносит удовольствие, вот тут возникает большое количество вопросов, а правильно или нет. Идите к специалисту, они вам подскажут.